Доброе утро! Всем хорошего понедельника. Страна отдыхала 5 дней, так же как и республика. Все насладились этими выходными днями. Впереди ждет буквально 3 рабочих дня и снова выходные дни, связанные с праздником Великой Победы. Ну а пока сегодня 6 мая, понедельник. С вами в студии Иван Луцкан, и мы рады всех приветствовать на нашем канале. Погода у нас весьма интересная вещь. Вот буквально недавно в Верхневилюйске, Вилюйской вообще группе районов выпал снег. Вот он и дошел и до Якутска. И наступила как будто бы опять зима. Но это же все временно. Узнаем, какой прогноз будет на сегодня. Сегодня, по данным синоптикам, в центральных улусах утром было минус 2, минус 4, днем будет плюс 5, плюс 9, в Заречье плюс 6, минус 1, днем плюс 8, плюс 13 ожидается, на юге республики 0, минус 2, днем будет плюс 3, плюс 7, в Вилюйских улусах минус 2, минус 5, днем плюс 9, плюс 13, в Нижнеленских улусах плюс 3, минус 11 было утром, днем плюс 4, плюс 6. На западе республики в 6 утра было плюс 4, минус 1, днем плюс 8, плюс 9. В Калмыцких улусах минус 6, минус 5 было утром, днем минус 1, плюс 12. В Янске от плюс 5 до минус 5, днем минус 5, плюс 7. На северо-западе минус 3, минус 14 было утром, днем минус 11, плюс 3. Что касается Якутска, то Якутск, как я уже сказал, удивил всех сегодняшним зимним покровом, потому что температура воздуха утром была минус 3 градуса, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер 3,8 метров в секунду, но сегодня будет ожидаться порывы 9-14 метров в секунду. Днем ожидается не жаркая далеко погода, так что одевайтесь потеплее, плюс 2, плюс 4 градуса будет в столице республики. Спасибо большое, коллеги. Хочется напомнить наш студийный номер для WhatsApp-сообщений. Это 8 914 279 22 62. Пока никаких сообщений не приходило, жду, могу зачитать. Вот сегодня в преддверии Великой Победы одел георгиевскую ленточку, как дань памяти всем, кто погиб в этой Великой Отечественной войне, и дань памяти ветеранам, которые остались живы и сохранили для нас мир. Кстати, вот по поводу георгиевской ленточки. Ведь до Дня Великой Победы остается несколько дней, и в преддверии этого праздника очень многие одевают эту ленточку кто на дамские сумочки, кто на антенну автомобиля, кто куда угодно привязывает. Мы же пытались разобраться о том, как правильно носить георгиевскую ленточку, а вообще откуда история происхождения ее. Далее расскажут наши корреспонденты. Впервые георгиевская лента появилась при правлении императрицы Екатерины II. Ее крепили к солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца. Орден имел 4 степени. Орден первой степени представлял собой комплект из креста, звезды и ленты, которая имела 2 желтые и 3 черные полосы. Затем желтый цвет заменили на оранжевый. В 1917 году лента была запрещена, и возродили ее только в 1941 году. Во время Великой Отечественной войны был утвержден Орден Славы. Он представлял собой пятиконечную звезду с колодкой, обтянутой лентой оранжево-черного цвета. Подобное сочетание цветов напоминало об Ордене Святого Георгия. Как и во времена Екатерины II, лента вновь символизировала мужество, воинскую доблесть и преемственность традициям. В 1992 году был восстановлен прежний орден Святого Георгия и отличительный знак – Георгиевский крест. Так у нас появился символ, который объединил традиции разных эпох. Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году, в год 60-летия Победы. С тех пор акция под девизом «Я помню, я горжусь» проходит ежегодно. Считается, что георгиевская лента соединяет черный цвет пороха и оранжевый цвет огня. Однако существует мнение, что эти цвета соответствуют цветам герба Российской империи – черный орел на золотом фоне. Движение «Волонтеры Победы» выступает за то, чтобы ленточку носили у сердца. Ошибочно полагать, что георгиевская лента – это украшение, которое можно прикрепить куда угодно. Не стоит забывать, что для ветеранов это символ награды и памяти, гордости и уважения предкам, совершивших подвиг, защищая нашу Родину.
Вот такая полезная информация. Кстати, вот только что пришло сообщение, попросили еще раз уточнить сроки весенней охоты вообще в целом в Якутии. Вот специально для вас нашел оперативную информацию. Весенняя охота на гусей в Якутии, в Анабарском, Булунском, Устьянских улусах начнется лишь с 24 по 26 мая. В Алайхе, Верхояне, на Нижней Колыме с 16 по 18 мая. 6 мая по 8 мая в Абыйском, Верхнеколымском, Верхоянском, Жиганском, Момском, Оленёкском, Среднеколымском и Вено-Бытантайском и охотничьих угодьях в районе поселка Айхал и города Удачный Мирнинского района. А что же касается селезней, уток, речных нырковых, в том числе турпанов, гусей, гагарок и поганок в Якутии, в Анабарском, Алайховском, Устьянских улусах аж только с 4 июня по 10 июня. Чем теплее, чем южнее, тем сроки меняются с 1 июня, ну а в ближайших окрестностях Якутска завтрашнего, точнее уже сегодняшнего дня начинается сезон. Далее реклама, после нее продолжим. Доброе утро! Сегодня 6 мая, понедельник. Быстро пролетели 3 минуты рекламной паузы. Мы продолжаем наш эфир. Кстати, на днях прошел модельный показ известного модельера-дизайнера, кандидата искусствоведения Зинаиды Заболоцкой. Новая коллекция состояла из 24 образов. Показ прошел в 2 частях: повседневная одежда и нарядная одежда. О новых трендах, тенденциях моды 2019 расскажет наш следующий сюжет. Весна – замечательное время года. И не только потому, что она приносит тепло и что с весной связано множество праздников. Весна – это прежде всего время обновления и перемен. На днях в столице нашей республики состоялось модное событие этой весны. Прошел новый показ коллекции известного модельера-дизайнера, кандидата наук по искусству Зинаиды Заболоцкой. Это вот моя работа за год. Показ прошел успешно, состоял из 2 частей. Первая – это повседневная одежда. Там были представлены одежда на каждый день для улицы и на работу. И также нарядная группа, которая состояла из одежды для отдыха и из вечерних нарядов. В общем-то, зрители были довольны. Всего было представлено 24 лука, куда входили 37 изделий, если считать поштучно, и 7 головных уборов, и также аксессуары различные. Модельер-дизайнер за несколько лет стабильно создает полные коллекции прет-а-порте, ставя во главу этнический стиль. А что будет модным весной-летом 2019 года? По словам модельера-дизайнера, в этом сезоне будут модными все оттенки желтого и кораллового. Предлагается одежда тон в тон, скажем, там костюм какого-то цвета и такого же тона сумки и обувь. Вот такая тенденция тоже появилась. Рукава буфы. Речь идет о таких коротких рукавах, пышных. Они могут быть где угодно. И в платьях, и в плащах, там, в верхней одежде, и даже в комбинезонах предлагают вот такие буфы-рукава. Будут модными оттенки оранжевого. Не конкретно только оранжевый, там оранжевый от мягкого до утонченного кораллового цветов. Также в новом теплом сезоне в тренде будут не только кожаные аксессуары, но и элементы гардероба. Жакеты, плащи, куртки, платья, шорты, костюмы и комбинезоны. Выбирайте себе по вкусу и оставайтесь стильными. А вы часто проводите ли время со своими детьми? Вполне риторический вопрос. Сейчас с условием гаджетов и так далее не остается внимания на детей. Хотя вот в последнее время очень модные тенденции, когда вместе с родителями дети что-то делают. Например, поют песни. Вот недавно состоялась битва хоров. А что как делается в детском саду, узнаем из нашего следующего сюжета.
Созвездие талантов уже третий раз раскинулось в актовом зале детского сада «Подснежник». Дуэты малышей с папами, мамами и педагогами. Каждый смог почувствовать себя звездой. Первый год мы брали только с родителями детей, но потом, оказывается, педагоги тоже у нас очень даже хотят участвовать с детьми. И вот получается, мы собираем дуэты и вот представляем на таком конкурсе «Созвездие талантов». Может педагог ребенок спеть, может сестра с братом петь, может быть мама с ребенком, дедушка, бабушка. Ну, очень сближает. Мы вот когда едем, допустим, в садик, поем эту песню, тренируемся, веселимся, смеемся, и время в дороге быстрее проходит. Очень сближает. И по вечерам у нас есть микрофон, караоке-микрофон, тоже как-то веселье добавляет в вечернюю обстановку. Очень сближает. Игорь, скажи, пожалуйста, а ты любишь петь с папой? Да. Что ты любишь особенно петь? Красавчата. Почетными гостями стали выпускники сада, ныне ученики Республиканской коррекционной школы-интернат, которые вместе со своими одноклассниками украсили мероприятие звонкими голосами, озорными песнями. Сейчас в наше время очень мало уделяет внимания детям. И при подготовке вот этого конкурса, они вынуждены проводить время вместе при выучивании песни, при подборе костюма и при умении держаться на сцене. Счастливые дети – залог нашего благополучного завтра. Мария Павлова, Александр Слепцов. Новый день. Доброе утро. Мы продолжаем наш эфир. 12 мая в Сахацирке состоится отчетный концерт выпускников Пекинского колледжа искусств. И сегодня у нас в студии педагог-воспитатель, непосредственно который занимался этими детьми все это время, Мария Николаевна Голокова, и непосредственно сами воспитанники, которые выпустились из этого колледжа. Это Гуляева Туя и Будуранов Сережа. Доброе утро. И давайте вначале покажем, чему научились наши воспитанники. Вот такая утренняя хорошая зарядка. Да, ребят, возьмите микрофоны, чтобы мы с вами могли поговорить. Мария Николаевна, все-таки вот по поводу ребят, как сложно было им заниматься, какие жанры в первую очередь были непосредственно в этом колледже и какие есть уже достижения? Жанров очень много, про это дети сами расскажут, про достижения. Дети подряд 3 года участвуют в разных фестивалях. Подряд 2 года мы участвовали в Пекине в международном фестивале Young Talents, молодые таланты. Ну и подряд 3 года мы выигрывали там гран-при. В прошлом году мы участвовали в первом дальневосточном цирковом фестивале в городе Хабаровск и заняли 4 гран-при. Ну, в общем, все основные призы забрали наши акробаты, скажем так. Было очень отрадно, потому что там было очень много детей и профессиональных артистов, в том числе из Петербурга, с Вологды, но равных нашим детям не было, то есть моим детям. Я очень горда этим. Ребят, почему вы все-таки решили вот пойти на кастинг и связать вашу жизнь с цирком? Тем более я знаю, что вы достаточно еще молоды, да? Сереж, по-моему, тебе 15, да, лет? Вы всего 14, да? Ну, кто из вас первый? Вначале, вот, меня зовут Сережа, я из Максоголовского детского дома. И вначале о кастинге узнал наш директор Максоголовского детского дома Василий Николаевич.
И потом мы каждый день стали ездить. И потом я познакомился с кастингом и поступил в Китай. Туя? Моя мама артистка Саха-цирка. Я с детства мечтала вместе с ней выступать на нашей арене. А вот сложно ли было учиться? Как долго вы учились в цирковой школе? Было сложно, очень сложно. Сережа учился 7-й год, я училась 6-й год. 7 лет? Да. Ого. А какие жанры вот вы освоили? Вот как номер, во-первых, назывался, да, вот, который сейчас вы Этот, приносите? этот номер назывался «Коврики», а после этого мы делали стойку. Это основные занятия. Мы это делаем каждое утро, по несколько раз. А вот вообще в жанрах, да, вот вы Жанров. представляете какой жанр? Жанров у нас много. У нас есть жонглеры, акробаты, эквилибристы и воздушные гимнасты. А, наверное, что самое было сложно во время обучения в Китае? Сереж, скажи. Вставать в 5:30 и полные тренировки с утра до 9 вечера. То есть, получается, спали там По часу примерно. 7 С перерывами, часов, да? с перерывами. Им дает возможность отдохнуть днем, называется сон-час. Первое время дети именно дорожили, но потом они после обеда уже все прибегали гурьбой, чтобы буквально час или 1,5 часа урвать на сон дневной. А на каком языке шли занятия? На китайском. То есть вы, получается, осваивали еще параллельный язык? Да, китайский. И как сейчас в совершенстве уже? Ну да, так скажем, основные. В будущем, я так понимаю, вы хотите полностью связать свою жизнь с цирком. Да. Надо ли еще учиться где-то, получать образование, или вот этого колледжа достаточно, Мария Николаевна? Если мы хотим достичь новых достижений, новые номера, то нужно еще куда-нибудь. А так этого достаточно пока что. А есть какие-то планы вообще в целом по продолжению вот этого обучения? Может быть, какие-то освоения новых жанров? Помимо этого я хочу еще работать в другом месте, но это еще неизвестно пока что. А как удавалось совмещать обучение в цирковой школе с обучением, ну, вот в нашей общеобразовательной школе? Это вообще возможно? Да, это возможно. У нас было 2 учебных дня. Среда, суббота или воскресенье. И в свободное время дети тоже занимались. Наши дети сдавали экзамены в своих школах, они прикрепленные были к ним. И почти никто не провалил. Сдали все очень хорошо. АГ, ЕГЭ. А, получается, вот эти 7 лет они постоянно находились в Китае или вот какими-то выездами? Но 7 лет это, конечно, сильно сказано. Ага. В эти 7 лет входят наши каникулы. Потом дети приезжали сюда работать. На Кремлевской елке президента они работали. И в зимние периоды в Якутском бриллиантовом цирке они тоже работали. Поэтому где-то, наверное, скажем, 5, может быть, 4,5 года полностью тренировки были. Вообще, сколько ребят было с Якутии и обучалось? 20 человек. 20 человек с Якутии? Да. И Я- еще 2 руководителя. Ого. А как вы общались между ребятами, вот, которые с других стран там обучались? Ну, я Напомните. слушал, потом хотел научиться к этому якутскому языку, потом начал спрашивать, что это обозначает. То есть между нашими да. ребятами уже даже на якутский перешли? Да. А с другими иностранными студентами? Мы общаемся с ними на китайском. А, так вообще хорошо, тогда вы У нас уже был полиглоты получаете. Переводчик, и в первым когда мы начали обучаться китайскому языку, у нас проводил занятие по китайскому этот переводчик, и он нам объяснял. Спасибо большое, ребят, за то, что подошли к нам в студию. Мария Николаевна, спасибо за подготовку ребят. Хочется напомнить, что 12 мая в Саха-цирке пройдет отчетный концерт выпускников Пекинского колледжа искусств. И там ребята продемонстрируют все то, чему они там научились. Приходите, я думаю, будет интересно. И покупайте билеты. Ну а пока прервемся на короткую рекламную паузу. Далее продолжим. Доброе утро! Напоминаю, что вы настроены на канал НВК Саха. Это программа «Новый день». Сегодня 6 мая, понедельник. Напоминаю, что это короткая рабочая неделя. 8 мая будет последний рабочий день в уходящей неделе. Ну а далее праздник Великой Победы 9 мая, до которого остаются считанные дни. Есть пару советов, исходя из той погоды, которая есть сейчас за окном. Многие цветоводы, многие любители растений уже стали постепенно вытаскивать свои
горшочные цветы на балкон. Хотя на самом деле, да, температура воздуха, которая подходит для того, чтобы их непосредственно переносить уже в условия окружающей среды, должна составлять выше плюс 10 градусов. Если температура ниже 10 градусов, то цветы в горшках необходимо занести домой, и мало того, что поставить, желательно их, для того, чтобы на них солнце светило. А для этого подходят лучше всего восточные и западные окна. Они освещены больше, нежели чем северные и южные. И самое главное, не ставить возле разных вытяжек и так далее. Это может высушить цветы, и как результат они погибнут. К чему я это? К тому, что наш следующий сюжет расскажет о цветоводе, которая занимается цветоводством в условиях достаточно сурового климата не только Якутии, а непосредственно Аймяконского улуса. Сюжет из Усть-Нера продолжит нашу программу. Далеко не каждый видел цветущий кактус. Это необычное зрелище наша съемочная группа не успела заснять. Цветет кактус всего один день. А это у меня нынче зацвел кактус. Вот такой. Ну вот сейчас уже вечер, поэтому эти уже прикрылись, и этот закрывается. Ну, он дня 3 цветет. Цветы распускаются, утром вообще красивый он становится. Дина Даниловна занимается цветоводством более 15 лет. В домашних условиях она выращивает и ухаживает за геранью, лаймом, алоэ, денежным деревом. А это цветонос алоэ. Как рассказывает хозяйка, алоэ – одно из самых простых для выращивания в комнатных условиях растения. Он у меня растет уже, лет 15. Нет, может, меньше. А зацвел нынче просто весь. Тут зацвело, и вот этот вот отстал от всех, будет отдельно цвести. Ну, вот такой вот интересный зацвел нынче. Никогда не цвел. Однако и кактус, и алоэ далеко не все могут зацвести в домашних условиях. Для этого женщина приложила немало усилий. Еще на комнатном окне Дина Даниловна выращивает мандариновое дерево. Рядом отцветает самурай. Сейчас у меня расцвел самурай. Набрал цвет, и вот уже вот этот открылся цветочек. Эти вот все на подходе. Ну, в общем, в течение недели он будет просто красивый. В рабочем кабинете у Людмилы Ивановны самый настоящий зимний сад. На полюсе холода плодовые растения, даже в помещении редкость. После долгой зимы зацвела вишня. Вырастили из косточки. Руководитель кружка сетует на недостаточное освещение. Растений много, они затеняют друг друга. Посадила я вишню. Вишня уже 5 лет. Вот она у нас зацвела. Правда, зацвела не шибко так сильно, что она расцветает вся, но понемножку. Но так пока что у нас дают деревья плодовые, все плоды, и дети очень радуются, дети любят. На подоконниках уже несколько лет цветут и плодоносят лимон, лайм, хурма и даже гранат. Вот это уже второй, один уже отцвел, это второй, это третий уже цветет. В этом году у нее как никогда зацвело много плодовых растений. В саду более 190 горшков, 78 разновидностей. Людмила Ивановна с ребятами в основном выращивает экзотическое растение. Растения не только украшают нашу жизнь, но и могут изменить ее. Например, как советуют наши цветочницы, дома нужно держать денежное дерево для богатства, герань для свежести воздуха, кактус синтезирует положительную энергию, лимон содействует здравому мышлению, а карликовый гранат способен накапливать и увеличивать радость в семье. Сомневаетесь, а вы попробуйте. В Якутии насчитывается 12 учреждений для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. В них воспитывается более 600 детей, которые нуждаются в устройстве в семье. Один из таких центров – это центр «Вектор» в Нерюнгринском районе. О нем наш следующий сюжет. Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей «Вектор» в поселке Чульман Нерюнгринского района работает с 2005 года. Сегодня в центре воспитывается 42 ребенка. Дети проживают по семейному типу, посещая дошкольные и школьные учреждения и получая все необходимые навыки социальной адаптации. В центре созданы для этого все необходимые условия. Это второй этаж нашего центра «Вектор». Здесь находятся спальни наших воспитанников. Здесь же находятся учебные комнаты, игровые комнаты. Учебная комната группы номер 1. Разновозрастная семейно-воспитательная группа, в которой 8 деток. Из них есть детки, которые посещают детский сад, началочку
есть выпускница 9 класса. Здесь они готовят уроки, эти детки. У них есть у каждого свой стол, свое рабочее место. Каждая зона состоит из одной игровой, учебной комнаты и 2 спальных комнат. 5 групп, 5 зон. У каждой группы есть свое название. Вот здесь первая группа, ее называют лучки. Вот они по 4 человека, в комнатках спят у нас. Каждая группа имеет свою стиральную машину. Они умеют ее включать, загружать белье и обязательно, конечно, техника безопасности. Благодаря созданным условиям в центре реализуются различные образовательные программы, ведется работа по патронатному воспитанию и развитию семейных форм жизнеустройства детей. Отличительной чертой нашего учреждения на протяжении уже многих-многих лет это является личностно ориентированный подход в воспитании. Созданы все условия для того, чтобы могли специалисты, педагоги развить присущие какие-то личностные особенности, таланты каждого ребенка. Воспитанники центра окружены любовью и заботой всего коллектива, который делает все для того, чтобы дети ощущали свою защищенность. Хорошо, мне здесь все нравится, я всех люблю. Я в детском доме живу уже 2-й год. 1-й год для меня был тут очень сложно ориентироваться, так как я была новенькая. Мне было очень страшно, потому что меня люди не воспримут, не так поймут. А потом я уже просто ориентировалась и начала со всеми хорошо общаться. И для меня детский дом – 2-я семья, можно так сказать. Благодаря стараниям директора центра Татьяны Владимировны Панасенко несколько лет назад центр переехал из старого деревянного дома в каменное здание. Был проведен капитальный ремонт всех помещений, и сегодня центр располагается в просторном 2-этажном здании, имея классы дополнительного образования, свой спортивный зал, тренажерный, медицинский блок и столовую. Мама лампу на столе зажгла, мы сидим в тишине. Скоро после прохождения ледохода начнется сезон навигации, поэтому у нас сегодня в студии представители Государственной инспекции по маломерным судам. Орлов Александр Юрьевич, руководитель Якутского отделения номер 2 Центра ГИМС МЧС России, старший государственный инспектор по маломерным судам, и Герасимов Владимир Александрович, руководитель группы регистрационно-экзаменационной работы города Якутска, Центра ГИМС МЧС России по Якутии, тоже старший государственный инспектор по маломерным судам. Наверное, Александрович, первый вопрос к вам, да? Какие вообще в целом задачи стоят перед ГИМС вот на текущий сезон и в целом? У нас задачи остаются неизменными, это как организация обеспечения безопасности людей на водных объектах, также контроль за маломерными судами, базовыми стоянками этими судов, соответственно, профилактика среди населения как в зимний, в летний период. В целом задачи те же стоят. Я наслышан, что сейчас многие, и как судоводители, так и те, кто планирует ими стать, потому что для управления судном нужны соответствующие права, они обеспокоились как раз в мае этим вопросом, да, и где-то я прочитал информацию, что сейчас можно через МФЦ подать документы и получить это электронно. У нас сейчас есть соглашение с многофункциональным центром о популяризации предоставления госуслуг в электронном виде. Это, то бишь, регистрация, освидетельствование и аттестация граждан на право управления маломерными судами. Что для этого нужно? Для этого нужно сейчас, что гражданину следует зарегистрироваться на портале госуслуг, и там, следуя пошагово, выбрать ту функцию госуслуги, которая ему требуется. А сколько стоит государственная пошлина? Госпошлина за аттестацию 1300, за замену удостоверения 650 рублей. Это замена, если, допустим, срок вышел? Замена, да, в связи с окончанием срока действия удостоверения. Также оплата госпошлины 1300, это в случае выдачи дубликата действующего удостоверения. И в связи с заменой фамилии, фамилия, имя, отчество, то там госпошлина 350 рублей. Я слышал, что если оплачиваешь на портале госуслуг, есть определенная скидка, да? Да, на портале госуслуги, да.
Если человек там зарегистрировался, произвел оплату, то там 30% скидка за предоставление услуги. Ну, навигация, скорее всего, ориентировочно в центральных улусах начнется, как обычно, числа 1 июня, да? К этому моменту надо и техосмотр подготовить у лодки, так, и непосредственно, кто ее не зарегистрировал, необходимо зарегистрировать. А вообще, какие лодки подлежат регистрации? Регистрации подлежат в соответствии с 36-м федеральным законом. Это маломенные суда массой не грузоподъемности, как очень многие путают, а именно масса лодки должна превышать 200 килограмм. И при установке двигателя свыше 8 киловатт. То есть она может поднимать, допустим, 400 килограмм, да? Но сама весить вместе с мотором, ну, к примеру, там килограмм 100, тогда ее регистрировать не надо. Да, тогда она регистрации не подлежит. Но если будет двигатель превышать свыше 8 киловатт, это где-то около 10 лошадиных сил, то лодка подлежит регистрации. Спасибо большое, что подошли к нам в студию, рассказали о полезной информации. Надеюсь, судоводители ее приняли к сведению и будут себя вести безопасно на водных объектах. Ну а сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу. Хочется пожелать всем хорошего понедельника. А далее эфир продолжат мои коллеги Пелагея Буртахова и Алексей Лукин. Всем отличного дня. Пока.